Читаем парламентскую газету под номером 28 от 27 июля 2017 года. Статья «Алкоголиков начнут лечить принудительно». Ежегодно в стране от пьянства гибнут 500 тысяч человек. При этом число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в 2016 году, составило 440 тысяч. Большинство алкоголиков свою зависимость не признают и лечиться отказываются. Чтобы спасти страдающих этим социально опасным заболеванием, их нужно лечить принудительно. Соответствующий законопроект уже подготовлен и будет внесен на рассмотрение Госдумы осенью, рассказал в пресс-центре парламентской газеты автор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Гаворин. Эксперты призывают не закрывать глаза на проблему алкоголизации общества. В России 70% убийств и 60% самоубийств происходит в состоянии алкогольного опьянения. При этом от алкоголизации страдают не только сами больные и их семьи, но и государство и общество. У нас ежегодно поступает 45 миллионов вызовов в скорую помощь, из них 20% напрямую связаны с алкогольными эксцессами. Привел данные член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев. Таким образом, государству наносится колоссальный экономический ущерб. Только больницы тратят 10% своего бюджета на оказание помощи гражданам, чьи заболевания напрямую связаны со злоупотреблением спиртным. Современные методы лечения алкоголиков по решению суда широко распространены в мире. В США и Европе 2/3 граждан, проходящих лечение от алкоголизма, делают это не добровольно, а по решению суда. Разработанный нами законопроект направлен на снижение алкоголизации населения, пояснил Николай Гаворин. Алкоголики зачастую имеют низкую критичность, то есть не признают, что страдают этим заболеванием. Поэтому мы предлагаем, чтобы суд устанавливал обязательное освидетельствование лиц, совершивших административное или уголовное преступление в состоянии алкогольного опьянения, и принимал решение о принудительном лечении, если у человека будет подтвержден диагноз алкоголизм. Речь не идет о том, что лечить будут всех, кто совершил правонарушение, будучи пьяным, подчеркнул парламентарий. Инициатива касается только случаев, когда зависимость будет подтверждена медицински. Статью подготовила Мария Михайловская. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.